Александр Васильевич менен мен жакындан таанышмын. Менин жолдошум ошол Васильевич менен биргеликте иштейт. Эгер ошол жерде Пикиртикте Сары булак лагеринде бул Васильевич жөнүндө айткым келсе, бул аябай эме киши болчу да, кандай десем, честный, абдан честный болчу бул аябай. Ошол жерде элин бир эмеде алып жүрчү да, мындай биздин кээ бир эмелер окшошпойчу бир. Айта албайтам ушул эки кандай киши деп айтарым. Өзү да ак көңүл, аябай тамашакөй ушундай киши болчу, жөнөкөй, абдан жөнөкөй киши болчу. Мен аны жакындан таанып 5 жылдан бери чогуу иштешкенбиз ал киши менен. Васильевичтин бул эмеси бир баатыр деген эле эме калды артында. Бул киши деген бүтүн Кыргызстандын элин коргоду деп айта алам мен, мисалы. Себеби бул ал жанагы келип аткан кылмышкерлер бул биринчи эле жолу өтүп атат деп эч ким кепилдик бере албайт, эч ким дагы артынан келбейт деп эч ким айта албайт муну. Бул артынан келиши да мүмкүн. Эгер Васильевич ошол жерден эртең менен кагылып калбаганда 7:30 ошол жерден көрүп туруп бул киши көргөн болуп атат. Эгер ошол киши Кашкарга чыгып буну көрбөгөндө булар өтүп эле кетмек. Себеби деген алар өтүп кеткен жерде деген чабандар жашаган жерден деле өтүп кетиштир. Жолун изин баягы көрүп кетишти да, ошол жерден өтүп кетиптир. Эгер булар жөн эле музда отуруп баягы эме болот деген болсо, баштан кезиккен чабандын баарын эле музда отурмак да. Булар андай болгон эмес. Булар жөн эле акырын өтүп кетишмек да. Васильевич эртең кезип калган үчүн ушул окуя болуп отурат. Бул биздин бүтүн Кыргызстан үчүн аябай эме болду. Өзгөчө биздин Акшыйрак эли үчүн чоң бир эме болуп калды. Жаңылык деп айтсам болот, же кандай жоготуу деп айтсам болот. Ооба, биз терең кайгырып атабыз чындыгында. Ушул жерден укканда эле мен бардым, 23 күнүн ушул жерден уктум. Ошол жолдошум ошол жакта болчу, өзүм бардым. Барган жерине чейин барып келдик. Ал жерде ошо чек арачылардын баары иштеп атышат. Ал чек арада деген килейген заставаны өрттөп жиберишти. Бул заставада бир эле киши кайтарууда калган, анын деген мурун чоң застав болчу Союз учурунда, азыр деген жаап салып, бир эле пункт болуп калган да. Анын азыр килейген заставаны өрттөп жиберишти да. Ошол эркин азыр мен кыргыз эмелерин айткым келет. Ошол эркин кайра ачса, заставаны коюш керек ал ченге. Илгери Союздун учурунда бул чоң застав болчу. Акшыйрактын заставынан да эң чоң застав ошол Пикиртик заставасы болчу. Васильевич жөнүндө ошо айтканым ушул. Терең үй бүлөсүнө көңүл айтат элек, Акшыйрак элинин атынан айтат элем, биз үчүн баатыр болуп эсептелинди. Дагы болду. Катчылык менен чын эле жаман өлтүрүп коюшту. Сразу внутрь, что ли?
Господи, путь ходящий, испытаешь сведение всех сердцем, сыщут его. Руцы Твой сотвори с теми и создаст теми, вразуми, милующуюся заповедям Твоим. Призри на мя и помилуй мя, возлюбивших имя Твое. Так удаст и сынове живот имейте в себе, и область даст ему и суд творите, яко сотворший благое воскрешение живота, а не могу вас о себе творить и ничего же. Хорошо относился. Он был настоящим нашим мужчиной. Его героический подвиг навсегда останется в наших сердцах. Его подвиг героический будет примером для всех нас и для подрастающего поколения. Митинг, посвященный Александру Васильевичу, открыт. Слово предоставляю полномочному представителю правительства Кыргызской Республики Иссык-Кульской области Паптабаеву Эмильбеку Саламатовичу. Мы провожаем сегодня человека с большой буквы. Все, кто его знают, знают его как душевного человека, искреннего человека, человека, который болел за свое дело. Он был одним из немногих профессиональных охотоведов, который душою болел за дикую природу Кыргызстана, знал свое дело, на профессиональном уровне выполнял свои обязанности председателя Союза охотников рыболовов в области, обязанности человека, который по долгу службы охранял нашу природу. Он болел за дело, много предложений делал, много он сам делал. Я его знаю с 2000 года, когда я прибыл в Иссык-Кульскую область, в город Каракол, в качестве первого заместителя губернатора. Я курировал природоохранную деятельность, природоохранное ведомство. Вот тогда я впервые познакомился. Мы с ним объездили немало участков. Он болел за судьбу заповедника Иссык-Кульского, хотя он непосредственно отношения к деятельности заповедника не имел. Он болел за те охотничьи заказники. Были планы по устройству этих заказников, по установлению режима природопользования. И он очень тяжело переживал за массовость браконьерства. И вот последние 3 месяца в рамках объявленного трехмесячника по борьбе с браконьерством, незаконной вырубкой лесов Иссык-Куля, он делал многое. Он делал очень многое. Он совершил героический подвиг. Он мог просто ограничиться звонком погранзастава и сидеть
И никаких претензий ему не было бы. Он бы выполнил свой гражданский долг этим только, когда сообщил о нарушителях границы погранпост Ичкошкон. Но он пошел дальше. Ведь обязанность всех жителей приграничной территории, обязанность особенно охотоведов, охотников, совместно с пограничниками защищать рубежи нашей Родины. И он, призвав на помощь местных жителей, егоря своего охотничьего хозяйства, пошел на задержание. Конечно, он не предполагал, что люди, нарушители, могут так поступить, могут напасть и могут убить его. Он думал, что это обычные нарушители, которые перешли границу, это обычные люди, которые сбежали с территории соседнего государства, и он в рамках обычного понимания своего долга пошел на задержание. Но это была, конечно, это судьба. Судьба, написанная на лбу. Ему было суждено погибнуть героически. Не каждому дана такая смерть. Bizde Kırgız'da aytat, erkek bala törölgöndө, el üçün kızmat kılgan, elдин керегине жараган уул болду. Бирок ошо элдин керегине жарап, эл үчүн кызмат кылып, эл үчүн курман болуу ар кимдин эле маңдайына жаза бербейт. Ар кимдин маңдайына ар кандай өлүм, ар кандай кырдаалда, ар кандай шартта ажал жазылган. Бирок ошол ажал, ушул эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып, элдин керегине жарап кетүү бул ар бир кыргыз ата энесинин баласына берген тилеги. Бата кылганда дайыма биз бата беребиз. Элдин керегине жараган, эл үчүн кызмат кылган уул болду. Мына Барыкин Александр Васильевич ошо элдин керегине жарап, эл үчүн кызмат кылган уул экенин далилдеди. Өзүнүн эрдиги менен, өзүнүн ошол кездеги, ошол учурдагы, ошол кырдаалдагы жарандык милдетин аткаргандыгы менен. Мына биздин азыр Кыргызстан деп, эл деп бийик улуу сөздөрдү жамынып алып, улуу сөздөргө таянып алып, элди бөлүп жарып, урууну урууга, улутту улутка тукуруп жүргөн, элдин ичинде чагымчылдык кылып, мамлекетти коргомоктурсун, мамлекетти бөлүп жарууга, бытыратууга, элди бүлүнтүүгө аракет кылып жаткан кыргыз жигиттери мына ушундан үлгү алыш керек, ойлонуш керек. Өмүрүн кыйуу, бул улуу өлүм, ыйык өлүм. Жаштарга үлгү болуш керек. Ыйык мекен үчүн болду. Действительно, не каждому дана такая смерть. Соболезнования, глубокие соболезнования сыну, супруге, близким. Его смерть, героическая смерть, должна служить примером для нашей молодежи, для наших граждан. Ведь сейчас очень многие наши джигиты, прикрываясь высокими словами Родины, за народ, за Кыргызстан, по существу подрывают устои государственности, по существу ведут нас к гражданской войне, к уничтожению нашей государственности. Я бы сказал, эти люди должны одуматься, взять пример с Барыкина Александра Васильевича, взять пример, наглядный пример, как человек, гражданин, должен служить своей родине. Мы действительно подружились. Прощаемся истинным патриотом своей родины, которую он любил и верил до конца своей жизни. Мы, пограничники Кыргызстана, соболезнуем родным, близким и друзьям Барыкина Александра Васильевича. Да, тяжелая утрата, но смерть родного человека для каждого из нас — это тяжелая утрата, и это очень сложно понять и пережить. Но мы все здесь стоящие должны понимать, что Александр Васильевич свою жизнь отдал ради нас. И патриотизм этого человека с большой буквы, должен быть примером для каждого из нас и для подрастающего поколения Кыргызстана. Я
как было выше сказано, тоже Александра Васильевича лично знал. Мне тоже очень тяжело. Мы все пограничники, не только Иссык-Куля, всего Кыргызстана, переживаем и болеем. Ну, пусть земля ему будет пухом. Также, уважаемые соотечественники, разрешите мне от имени руководства страны выразить соболезнования близким, родным и друзьям Александра Васильевича и довести распоряжение президента Кыргызской Республики распоряжение президента Кыргызской Республики выделить из президентского фонда социальной защиты и поддержки 50 тысяч сомов для оказания материальной помощи семье Александра Васильевича Барыкина, погибшего в событиях 23 января 2014 года в местности Пикыртык Жетыгусского района Иссык-Кульской области. Президент Кыргызской Республики Атамбаев. Разрешите мне передать материальную помощь. Еще раз, пусть земля ему будет пухом и царством небесным. Мои близкие родственники Александра Васильевича. Человека характеризует поступок. Может быть, много поступков, но тот поступок, который совершил Александр Васильевич, героический поступок. Это в наше мирное время есть место подвигу. Со всей ответственностью, с огромным чувством патриотизма он принял решение, которое его характеризует. Решение, которое, к сожалению, привело к трагедии. Но из патриотических чувств, независимо от того, что могло быть, он пошел и выполнял свой долг. Это нужно обладать огромным духом, огромной силой воли, чтобы вступить в неравную схватку с преступниками, с нарушителями государственной границы. Это действительно подвиг. Подвиг, который для нас должен быть примером. Человек, который шел абсолютно в мирных целях, проявляя заботу о Кыргызстане, попал в такую ситуацию, когда нужно было что-то делать, когда не было времени на размышления, когда на огромной высоте и температура, и климат не позволяет оставлять много времени на раздумья, нужно было принимать решение. И вот этот дух Александра Васильевича, сильный дух, он в нем проявился вот в этом подвиге. Неизвестно, что было бы, если бы не Александр Васильевич в то время и в этом месте не оказался. Куда бы они пошли? Может быть, они дошли дальше, и не дай Бог было бы еще много жертв. Именно ценой своей жизни он остановил преступников. Вечная ему слава. Слава герою. Слово председателю Кыргыз-Охотолюбов союза Задорожный Николаю Николаевичу. Сегодня мы провожаем в последний путь нашего друга, коллегу, единомышленника, близкого и родного человека. Александру Васильевичу знали десятки и тысячи наших граждан, не только объединение охотников, в котором в последнее время работал, но и многих государственных организаций, научных, экологических, государственных инспекций, контроля, надзора. Действительно, во всех организациях тысячи, десятки тысяч людей об Александре Васильевиче отзываются только с положительной стороны, как светлого человека, который любил жизнь, любил людей. Он защищал природу, животный, растительный мир, и рационально мог его использовать, этот мир, потому что он был профессионал высшей квалификации. 40 лет назад он получил профессию, он выбрал свой жизненный путь. Получив образование биолога-охотоведа в Иркутске, он вернулся после службы в рядах Советской армии в Кыргызстан, где он родился, и всю свою жизнь он отдал служению в избранному пути.
он охранял природу. Это была гроза браконьера, вы сами многие знаете, что Александр Васильевич не спускал никому. Если он встречал браконьера, нарушителя, он доводил до конца. Он защищал редких животных, внесенных в Красную книгу. Он занимался снежным барсом, горными баранами, другими видами животных, которые бесценны в мире. Остались, может быть, последние экземпляры. Любовь и уважение многих людей здесь относились к его, потому что профессионализм относился по-человечески, справедливо. Поэтому его уважают. Не только он отдал время, возможно, предотвратив гибель многих наших, и действительно, как профессионала, других стран, людей также привез остальными структурами, нашими руководителями нашего государства. Подвиг будет оценен в рамках государства. Ему и вечная слава. Слово председателю Русского культурного центра города Бишкек Полякову Семену Яковлевичу. Отца, как верного друга, на котором всегда можно положиться. Александр Васильевич был человек слова. Слово, сказанное им, всегда доводилось до конца. И подвиг, который он совершил, можно назвать Александра Васильевича, это герой нашего времени. Это подражание для всей молодежи. И в летопись нашего Киргизстана, который сегодня в тяжелой обстановке, мы находимся и доверяем друг другу, это должно быть примером для всех. Слово председателю общественной организации «Российские соотечественники из Иркуля» Устимову Сергею Александровичу. Уважаемые дорогие соотечественники, друзья, каракольцы, гости, Людмила Михайловна, Леша, Оля, сегодня в последний путь мы провожаем замечательного человека, вот как говорилось, большой буквы, который был очень жизнелюбивым, очень ответственным человеком, патриотом своей родины. Его все, кто знал, уважали, любили, и всегда хорошее отношение было. И вот то, что получилось в жизни, какой подвиг он совершил, он не мог поступить иначе, вот благодаря своим вот этим человеческим качествам. Он был так воспитан, нормальным, ответственным человеком. И если бы случилось вновь подобное, он бы опять бы совершил данный поступок. Примите наши самые искренние соболезнования от нашего объединения, от общественности города. И слава Александру Васильевичу Барыкину. Слава! На душе к окружающему миру, ко всем людям и является отражением на основу для истинного гражданства, принадлежности, политических глубоко скорбим. Мы, женщины, сети миротвор. Барыкину Александр Александрович. От себя я могу сказать, что я всегда уважал, уважаю и буду уважать отца. Всегда гордился, горжусь и буду гордиться. Всегда всей семьей любили, любим и будем любить. Он всегда будет с нами. Граждане, посмотрите на героя. Таких людей не то что в стране, в мире единицы. Я всегда старался брать пример с него. Он был бесстрашным человеком. Он родился без страха. Человек, имеющий хоть долю страха, не может совершить такой поступок. С моей стороны просьба ко всем вам. Он отдал свою жизнь за безопасность. На самом деле неизвестно, что могло произойти. Просьба ко всем вам, чтобы вы старались, заботились о семье, поскольку он отдал свою жизнь за всех вас. Просьба к ответственным лицам, чтобы попытались разобраться, в чем все-таки проблема. Довели до конца, наказали ответственных. Я любил, люблю и буду любить своего отца. Мы, каракольцы, гордимся, что среди нас есть такие люди. От имени жителей города Каракол, от имени
депутатов городского Каракольского кеңеша, от имени мэрии, членам семьи, родным, близким, примите соболезнования. Александр Васильевич вечно будет с нами. Митинг считать закрытым. Бессмертный, помилуй нас. Bircan деген әңгімеңіз шықты. Қысқаша бір